Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Учитель создает нацию. Я благодарю вас всех за ваше терпение и преданность своему делу. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, а ваши ученики радуют своими достижениями. Во дворце торжеств Дагуна Амаева прошло мероприятие, приуроченное ко Дню учителя. Корнями древо сильно. Если это не призвание, работать тяжело. Если ты не любишь детей, работать тяжело. Династия учителей – знания, которые передаются из поколения в поколение. Спасая жизни. Определенно, мы добьемся успеха в будущем. Каждый день здесь идет работа над существующей продукцией и разработка новой. Индийская компания РК Групп совершенствует работу по производству медицинских изделий в Чеченской Республике. Во дворце торжеств Дагуна Амаева прошло мероприятие, посвященное Дню учителя. По этому случаю здесь собрались официальные лица, а также работники образовательной сферы. Праздник посетил и глава региона. Он подчеркнул большой вклад педагога в развитие и личностное становление подрастающего поколения. Главным событием стало вручение высоких государственных наград работникам системы образования. Подробнее расскажет Турпалали Тайсумов. Учитель является фундаментом формирования будущего страны. Эта профессия одна из самых благородных, трудных, важных. И слова первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Абдулхамидовича «Учитель создает нацию» подчеркивают великую миссию педагога, его роль и значимость в жизни всего чеченского народа. В честь праздника в холле Дворца торжеств имени Дагуна Амаева выставлены работы учащихся школ и вузов. Электроника впечатляет своей красотой и сложностью. На выставке представлены модели самых разных конструкторов. Например, этот операционный с элементами Розненского колледжа информационных технологий. Среди таких летательных аппаратов здесь представлено самое разное количество и разнообразие. Главу региона Рамзана Кадырова вместе с официальными лицами встретили дети, исполнив трогательные стихотворения, посвященные гостям и учителям. Вы сын чеченского народа, вы наша гордость, наш герой. Вы дали веру и свободу, надежду принесли с собой. И несмотря на юный возраст, за край родной защиту встали. Опорой стали для народа. Открыли частному всех, не могло быть иначе. Ведь вы же сын Ахмат Хаджи. И нам сегодня хочется сказать, что мы во всем вам будем помогать. Опорой будем мы всегда и будем следовать дорогу добра. Мы обещаем быть хорошими людьми и быть достойными своей страны. Спасибо вам за все! Юные инженеры показали и уровень владения летательной техники, которую они собрали вручную и настраивали, чтобы полеты были ровными и красивыми. В сентябре в рамках пилотного проекта по России школ, школа, бесплатная система есть сборка, разборка и управление оборудованием закупить новое. И полностью компьютер, симулятор, VR очки, вот такие вещи. Полоса препятствий. Министр образования и науки Хошбауди Дааев передал Рамзану Кадырову награду за поддержку цифрового развития. Ставка именно урок цифры, непосредственно этой технологии, по цифровизации в России в учебные годы, в числе лидеров Чехахна, министр цифрового развития Волшадаев, Скравцов, Сара, за вашу поддержку, Шейсара Хогашвик Тайна, он баркал Руководители субъекта ознакомились с примерами технологий, с которыми работают юные таланты. Уже на уровне колледжа
Яхтин шо Форштайнзи, оборудование, хотя чахиола отечественного производства би компьютерный программ счет, еще ключич отдает что здесь это мы все арпушек чахвакер дополнительно В числе других уникальных экспонатов здесь представлены разнообразные виды холодного оружия. Оно создано мастерами этого ремесла и тоже вручную. Вот история Аргорана минимум башо дольше, ночи чалело, вайпери, штарш кинжал штарфо. Армасла шелер муса с кинжалу. Окан халга арби матарби вай махара латео карма ел Мусор экспертиза на хайше. Реально В зале царила праздничная атмосфера. Из ролика зрители узнали о достижениях сферы образования региона. Каждый год открываются школы и закладывается их строительство. Внутренние условия создаются наравне со временем и требованиями программы обучения. В качестве развлекательной части собравшиеся увидели один из уроков, темой которого стала роль Ахмата Хаджи Кадырова в становлении субъекта в целом. Дети давали ответы на вопросы из биографии Героя России. А еще здесь исполнили песни в исполнении самих преподавателей. Хошбауди Даев в своем обращении рассказал, что перечислить количество оказанной помощи руководством во главе с Рамзаном Кадыровым уже невозможно. И только благодаря их чуткой работе удалось создать для молодых поколений такие условия, о которых когда-то никто и не мечтал. Современного времени, требований о царях, бакду, تدم باهندولش حيل شتولش دو لورش خيل شغولي در مسلا توك خيل شغولي دو هوشر دال مولا يخشرة تاق حاولنا وستليت قيدك خيردو تاق ويبيش ديش يلدان إشكولش يلشش تويش تاق كلنش يش أو شو خيل ديش تل مصو حال هينس أدلنا أسنا الشينية предметно кабинетом элла программ юлин синс угар халга дерез халва мекнан эймани хаж вай ахмад хажи цархил шол региональный югар фонд кюгелер шол угар халцуна остал деше дахуш бег Рамзан Кадыров в свою очередь поделился тем, насколько важна профессия учителя. По словам политика, эти люди не только обучают и прививают детям знания, но и занимаются их воспитанием, словно вторые родители. В образовательных учреждениях школьники и студенты проводят достаточно много времени, которое нужно потратить с пользой для себя и будущего всей республики. Мы собрались, чтобы поздравить самых нужных и важных людей в жизни каждого человека. Поздравить людей с самой благородной профессией учителей. От ваших умений, от тех знаний, которые вы заложите в ребенка, зависит то, кем он станет. Правильное воспитание убережет наших детей от вредной идеологии. Учитель создает нации, так говорил наш первый президент, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Тогда, когда он произносил эти слова, у нас в республике не насчитывалось и 15 тысяч учителей. Сегодня наша школа учится свыше 300 тысяч детей, а преподавательский состав вырос и теперь насчитывает более 30 тысяч человек. Я благодарю вас всех за ваше терпение и преданность своему делу. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, а ваши ученики радуют своими достижениями. Желаю вам счастья, благополучия и здоровья. Далее то боль, вы матери дамо субботу молодой. Дамо ладон. Ой баз мален, эдо шахид хиди хирдудон, ой дага талор до хазлордудон. Так ночи дон, гич дон, не только Россия, дуня чадон, массамета, сила хиру, и хили дона, вы дона, вабилан, бух борш, бух тя, кулш пачалкю, пачалк дон, бух колер дона, издел дин, поймар суннет, ночал, гиллак, уллак точдон, так амал ашдон, вы ма дон. School dan weer deze aardweltje dan nach weer school dag het lespaats kuurs maar bijkbaar dat keertje dan want dat ook al wel goed maar ook al het was voor ook al dan ruis voor dan
تغن دونا تو دونا شين حلخي جوش خيلر شا دقاولش دقوالش دونا دق حيل دولشارتس دق إتم بولشارتس تو شا دقوش يقول بنبوش داخل باغم دونا قاني أم دونا تو وعبلن بوخوين دانا جوش بو يصير داخل دو يشاد جدون شدو دون أش قوش دولا قاني دون جوردو دا مولا دون وديل دوش دو هورا دونا يقوش دو بير دونا وحباش بولنيا إنيا دولو ديش سي ديش إلربيش دنيا إخد دي ألدوش خليل أولي دور دونا لام زح هور دعنا دوش دو دا ما دا جوابر دا دوك تيش دو دا دي ألدو شو وي مصدان. В ходе церемонии вручения презентов высшей награды Чеченской Республики за выдающиеся заслуги, связанные с развитием данного направления, был удостоен заместитель министра образования и науки субъекта. Указом главы Чеченской Республики за особые выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой, связанные с развитием системы образования, безупречную добросовестную работу и в связи с Днем Учителя награждаются орденом Кадырова Усманов Ахмед Рамазанович, заместитель министра образования и науки Чеченской Республики. Ее же получила учительница чеченского языка и литературы средней школы номер 1 села Ахмат-Юрт. Орденом Кадырова награждается Алханова Рямиза Салмановна, учитель чеченского языка и литературы Ахмат-Юртовской средней школы номер 1 имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат Хаджи Кадырова. Зара Цадулаева, директор Ахмат-Юртовской средней школы номер 1 имени Ахмата Хаджи Кадырова, стала обладателем почетного звания «Народный писатель Чеченской Республики» за значительный вклад в художественную культуру и произведение литературы, получившее широкое признание. Садулаевой Зарат Салмановне, директору Ахмат-Юртовской средней школы номер 1 имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат Хаджи Кадырова. أحمد حاج ترخبو شطوط ديش نشكاحة وي سيرت خوش قوالم خل تعشى مخكي خلق قوالم خلي وي استوري خلي لا الغاز تنقو بالدويل تخد وي مخك تندل موتبو مخبو قامدو يقو خزلري يقو نخيبو مصو ما ديكردو. 8 преподавателей различных школ региона удостоились званий «Заслуженный учитель Чеченской Республики», а еще один сотрудник получил благодарственное письмо от руководителя субъекта. В ходе концертной программы были исполнены песни в честь героев сегодняшнего вечера, вкладывающих частичку себя в будущее поколение. Турпа, Лолита Исумов, Шамсудди Джабраилов, Саид Селим Апукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Педагогические династии – это гордость системы образования и пример для подражания. Любовь к учительскому труду передается в этих семьях из поколения в поколение. Дети берут пример с родителей и продолжают их профессиональный путь. И теперь уже они вносят свой вклад в процветание страны. У каждой династии своя неповторимая история. С представителями одной из важнейших профессий познакомилась Медина Мударова. В семье Раисы Атабаевой любовь к образованию передается из поколения в поколение. Женщина-учитель начальных классов в Грозненской школе номер 48 со стажем 17 лет. За это время она выпустила 6 классов, в сердцах которых смогла зажечь любовь к знаниям. История педагогической династии Атабаевых начинается с отца Раис. Он вложил в дочерей свою страсть к образованию и желание передавать знания другим. Быть учителем – это не просто работа, говорит женщина, это призвание, которое требует большой ответственности. Но у нас был отец строгий, он не пускал нас учиться, девочек особенно. Одна я настояла, и все, даже мои братья и сестры говорили, почему ей разрешили, нам не разрешали. Отец мне разрешил пойти учиться, я отучилась, стала учительницей, и ни на одну минуту не пожалела, наверное, потому что бывает, что быть учителем – это призвание. И не просто работа, а призвание. Если это не призвание, работать тяжело. Если ты не любишь детей, работать тяжело, потому что дети, они из разных семей, с разными характерами, приходят сюда, тебе надо сделать из них коллектив, дружный коллектив, семью маленькую, чтобы ты за 4 года чувствовала с ними
уют какой-то домашний, чтобы и они от меня это чувствовали. В классе у Раисы всегда царит теплая атмосфера. Во время ее занятий дети смело тянут руку и идут к доске. Показать свои знания хочет каждый. Ребята отзываются о Раисе крайне тепло. Учительница всегда готова выслушать, поддержать и помочь с любой проблемой, признаются они. Раиса Тагировна была у нас 1 класса, да. Она очень добрая учительница была, она была очень справедливой. Не было такого, что она просто так кого-то ругала. Ну, она не занижает оценки из-за того, что не любит каких-то учеников. Добрая учительница, хорошо объясняет. Если не понял, можно сразу сказать: извините, я не понял. И она может рассказать это еще раз. По стопам Раисы пошли и 2 ее дочери. Одна из них – Карина Минкаилова. Учителем начальных классов работает в той же школе. Она уже 2 года делится своими знаниями с подрастающим поколением. Видя перед глазами прекрасный пример в лице своей матери, девушка старается стать таким же хорошим учителем. Я очень люблю детей. Все мои дети, как вы уже видите, они вот тут сидят, все 27 детей. Они мои родные дети. Может, именно поэтому мне это все нравится, может, поэтому я и пришла в эту сферу. Это пока ваш 1 класс? Да, это мой 1 класс, мой любимый класс, мой 2 А-класс. За все время существования образовательное учреждение успело зарекомендовать себя как одно из самых лучших сильным преподавательским составом. А наличие такой династии учителей для школы – настоящая гордость. Мы гордимся тем, что у нас в школе работают такие учителя, как Раиса Тагировна, как Дишнеева Марха, Черваниевна. То, что наши выпускники после окончания учебных заведений возвращаются к нам в школу, и наши выпускники сдают выпускные экзамены, государственную итоговую аттестацию на хорошие баллы, заканчивают школу. И что профессия учителя востребована на сегодняшний день. Еще одна династия учителей – семья Махмалиевых. Есита – учитель чеченского языка и литературы в 12-й гимназии Грозного. В сфере образования женщина много лет. Окончательно определиться с профессией преподавателя ее вдохновил пример из семьи. تو مردنا الخيط شخص صينا هو قديش رت علما سيوزن س قستنا حيخر هو بالخص جازنك هند أرجع تو تيرنش إيديش واشتخدوجستيون ليتراتورة يوزيتش تو سون سيوتا دق قهيجنا مصو خينا جيم يولشنا خبيرش قول لوش خينا سوحي خرخو يولش مصو خينا أصدقتان شيء زوجش إشت خلديز ميتش أسيبيرش حيزنا سيلودر سي خينا سي جرجرة دول إشت تخيم دو إنسا Математиком был отец Еситы, а также множество родственников. Еще в детстве она поняла для себя: учитель – это ее будущее. Начинала женщина с преподавателя музыки. После начала военных действий в регионе была вынуждена выехать за пределы вместе с семьей. По возвращению Есита взяла на обучение свой 1 класс. С этого момента и началась история длиной в 48 лет. ترتيل مرزو تشيم يكتك دالو تشيق تنديلا حق زرسو نجحتها دال هو مكشو مليو Ученики Еситы отзываются о ней как о замечательном педагоге, который может иногда быть строгим, но главное, всегда остается прекрасным человеком. Есита Тагировна, дик учителю, всегда поддерживать, профессию учителя невозможно переоценить, ведь знания, которые они передают из поколения в поколение, это основа будущего страны. История этой династии учителей – настоящий пример уважения семейных традиций и любви к образованию. Эти истории вдохновляют и напоминают о важности профессии учителя в современном мире. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. РК Групп – первый крупномасштабный российский проект в области импортозамещения медицинских изделий. Предприятие выпускает жизненно важные инструменты для эндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии. Благодаря новейшим российско-индийским разработкам удается спасать тысячи жизней. Понаблюдала за этапами производства моя коллега Валентина Гусевская.
Всероссийскую известность завод по разработке и производству медицинских изделий РК Групп в Грозном обрел с даты открытия в 2019 году. Российско-индийское предприятие такого рода первое на Северном Кавказе. Его инструменты для эндоваскулярной и сердечно-сосудистой хирургии используют в больницах почти всех регионов страны. Здесь около 60 человек работают на благо здравоохранения. Очень важный момент на заводе РК Групп – это стерильность. Бахилы, одноразовый халат, маска, шапочка – обязательные элементы одежды не только для сотрудников, но и посетителей. Также все работники ежедневно проходят замер температуры. От этого зависит безопасность выпускаемой продукции. На предприятии особое внимание уделяют специалистам. Кулвиндер Сингх 18 лет занимался разработками в Индии, Германии и Франции. Высококвалифицированный сотрудник недавно приехал с женой и детьми в Грозный по приглашению генерального директора компании. Более 2 месяцев он работает в РК Групп главным технологом и отвечает за производственный процесс и разработку стентов для сердечно-сосудистой хирургии. Это один из первых и основных этапов производства. Здесь мы разрабатываем нашу программу. После этого мы переносим ее в нашу машину и начинаем процесс нарезки стента. Он может быть разного дизайна и формы. Когда генеральный директор Раджав Кумар пригласил меня, я не был уверен. Но когда я приехал в Грозный, мне здесь очень понравилось, и я решил остаться и работать здесь. Разрабатываемая продукция компании спасает жизни. С помощью стента можно восстановить артериальный кровоток сердца без хирургического вмешательства. Саир Пракаш Дабиру также из Индии и с недавних пор работает на предприятии РК Групп в должности инженера-механика. Одна из обязанностей – проверка качества на первом этапе производства. После резки я проверяю толщину стенок, размеры, поверхность стента через микроскоп на соответствие стандартам. Мне очень нравится атмосфера в компании. Я чувствую поддержку, такую же сильную, как и в Индии. Пригласили иностранных специалистов для усовершенствования производства и разработки современных продуктов. В долгосрочных планах у инженеров создание новых технологий. Кулвиндер и Саир Пракаш не единственные специалисты из Индии. Тушар Барсе живет в Грозном и работает в РК Групп больше года. Он увидел большие перспективы компании. Определенно, мы добьемся успеха в будущем. Каждый день здесь идет работа над существующей продукцией и разработка новой. Кроме того, наши сотрудники часто посещают другие страны и конференции, чтобы улучшить то, что мы уже имеем. После проектирования и вырезки деталей с помощью лазера изделия передают на следующий этап производства. В так называемых чистых помещениях все элементы коронарных стентов и баллонных катетеров собирают. Несмотря на работу в стерильных условиях, продукцию дополнительно дезинфицируют перед упаковкой. По мере необходимости в день могут производить до 500 изделий. Стоит отметить, основная цель завода – импортозамещение и наращивание производства для обеспечения российских медучреждений. Валентина Гусевская, Ислам Ибрагимов, Алисхан Кацулов и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. В селе Неджалка прошел республиканский турнир по вольной борьбе, боксу и футболу, приуроченный ко Дню молодежи Чеченской Республики. Участие в нем принимали около 200 ребят из разных уголков республики. Победителей призеров наградили кубками, медалями, грамотами и денежным вознаграждением от регионального общественного фонда имени Ахмад Хаджи Кадырова. Благодаря пути Ахмата Хаджи и усилиям нашего главы Рамзана Ахматовича в нашей республике созданы все условия для развития спорта. Прекрасные возможности для подрастающего поколения, которое хочет реализовать свой потенциал. Наши спортсмены регулярно занимают призовые места как российского, так и международного уровня. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.